Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Ремонт на федеральных и региональных дорогах в этом году продолжат. О каких объемах идет речь и сколько контрактов заключены. Необычное занятие прошло в Алданском политехникуме. Лекцию о туберкулезе первокурсникам прочли фтизиатры. Долгожданная якутянами премьера оперы «Кармен» состоится завтра. Идут последние приготовления. 25 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, из них 15 в Якутске. Об этом сообщила в ходе брифинга по эпидситуации министр здравоохранения региона Елена Борисова. Также заболевшие выявлены еще в 8 районах. За весь период пандемии в Якутии коронавирусом переболели 33 426 человек. Из них 96,7% выздоровели. В республике продолжается вакцинация населения. Борисова отметила, что она проходит в регионе достаточно активно. Мы израсходовали 99% от имеющейся, вот с учетом новой даже вакцины. И записано уже на вакцинацию свыше 60 тысяч человек. На сегодняшний день мы ожидаем поставки еженедельные, как нам обещает Министерство здравоохранения Российской Федерации. Поэтому надеемся, что вакцинация у нас пойдет в плановом режиме. Поэтому еще раз призываем всех граждан обращаться на государственные услуги, записываться в листу ожидания. Их обязательно пригласят на вакцинацию. И также хотим сказать, что сегодня необходимо все-таки, потеплела весна, мы видим большее количество народу на улицах, в различных общественных местах. Все-таки просим соблюдать все меры предосторожности. Контракты по реализации работ в текущем году в республике заключили по всем 24 объектам нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные работы развернут на автомобильных дорогах Амга, Умнас и Нам с завершением асфальтирования до села Хытарык. Также работы пройдут на дорогах Анабар, Яна, Мюрю и Харбалах. Общая протяженность объектов составляет более 216 километров. Отмечается, что контроль за работами ведут управление дорог Вилюй и Лена. Сотрудники Айхальского комбината испытывают новое оборудование. На обогатительной фабрике запустили в работу схему пенной сепарации. Новый передел позволит повысить качество извлечения алмазов из сырья подземного рудника Айхал. Оксана Мезенцева с подробностями. Этот передел 14-й фабрики отличается от других. В работе и новое, и старое оборудование. На предприятии модернизировали технологическую схему. Запустили проект пенной сепарации. Этот метод позволяет извлекать алмазы мелких классов. Такие часто попадаются в руде трубки Айхал. Терять их нельзя. Раньше руду Айхала обогащали на 8-й фабрике. Но предприятие закрылось 1,5 года назад. 14-я же фабрика была спроектирована по-другому. Это не позволяло качественно извлекать алмазы. По обработке ежегодного объема айхальской руды в количестве 500 тысяч тонн потери алмазной продукции составляют, по расчетам института, составляли бы 257 тысяч карат. Алроса выделила более 200 миллионов рублей. На разных отметках предприятия установили десятки единиц оборудования. Пенная сепарация эффективна для извлечения кристаллов именно небольших размеров. Они плохо смачиваются водой и удерживаются на поверхности пенного слоя, в то время как минералы пустой породы выводятся из процесса. Достоинство – это эффективность процесса. При соблюдении оптимального режима извлечение алмаза составляет порядка 90-99%. Светлана Кузьмина 21 год отработала на 8-й фабрике. И вот она снова встретилась с рудой трубки Айхал. По профессии женщина-флотатор. Наблюдает за поступлением материала в машины и следит за качеством продуктов обогащения. В принципе, все уже выучили, процесс налаживается. Но проблемы в рабочем порядке решаются. На новой схеме планируется обогащать и руду трубки юбилейная. Это должно увеличить добычу алмазов. Управление оборудованием автоматическое. Система регулировки и управления современная, в обслуживании удобная, говорят инженеры. Она исключает ошибочные действия оператора, не позволяет ему сделать грубых действий. Выполняет технологические блокировки, блокировки безопасности.
Узел пенной сепарации состоит из 2 линий. Отечественная технология позволяет извлекать алмазы менее 1 мм. Чтобы снизить затраты, на проект в схеме задействовали часть оборудования с фабрики номер 8. В наладке нового узла участвуют специалисты ГОКа и тресты Алроса. Это Алмазтехмонтаж и Алмаз-Автоматика. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». С сегодняшнего дня жители Якутска выбирают мэра столицы. Досрочные выборы пройдут в течение 3 дней с 26 по 28 марта с 8 часов утра до 20 часов вечера. Избирательные участки обеспечены средствами для безопасного голосования. На каждом организован температурный контроль. Выделены места для проведения антисептической обработки рук и нанесены специальные разметки для соблюдения социальной дистанции. Помещения для голосования регулярно дезинфицируют, а избиратели, приходящие на участок, получают вместе со авторучкой и бюллетенем одноразовые перчатки и медицинские маски. Пользуясь случаем, тоже призываю горожан активно поучаствовать в дни голосования, исполнить свой гражданский долг, проголосовать за процветание, за будущее нашей столицы. Сегодня первый день голосования, и в эти 3 дня, сегодня, завтра, послезавтра, жители города Якутска, жители столицы нашей республики будут выбирать мэра города Якутска. И, конечно, хотелось бы всех призвать принять самое активное участие в голосовании 3-дневном, потому что это судьбоносное решение для нашего города. Жители города должны выбрать себе нового мэра, человека, который поведет наш город дальше по пути развития, по пути новых свершений, потому что я считаю, что наш родной город достоин всего самого лучшего, самого современного, всего того передового опыта, который есть и в России, и в мире. Число детей-сирот в учреждениях региона за 5 лет снизилось на 20%. Всего же, по данным Минтруда, за прошлый год общая численность детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в республике составила почти 4,5 тысячи человек. Из них большая часть находится на воспитании в приемных семьях, а около 500 человек в специальных учреждениях. Основной задачей является устройство ребенка в семью, чтобы он воспитывался в обществе, приводятся слова главы Минтруда Якутии Елены Волковой. По ее словам, на территории региона действует 12 организаций для детей-сирот, среди них в районах 8 центров помощи. Необычное занятие прошло в Алданском политехникуме. Лекцию о туберкулезе первокурсникам прочли фтизиатры. Активная просветительская работа врачами проводится в рамках месячника по борьбе с туберкулезом. О том, чем опасна бактерия Коха и как минимизировать заражение, узнала Татьяна Вахнина. Что такое туберкулез, для чего нужно проходить флюорографическое обследование и можно ли защититься от инфекции? Об этом студентам Алданского политехникума рассказали специалисты противотуберкулезного диспансера. Лекция прошла в рамках традиционного месячника, стартовавшего в Якутии 24 марта, во Всемирный день борьбы с туберкулезом. Мы 24 марта ежегодно отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом и проводим месячник, который направлен на информированность, на повышение информированности, осведомленности по профилактике туберкулеза и о необходимости прохождения профосмотров, включая флюорографическое обследование. Туберкулез остается одной из самых опасных и тяжелых инфекций. Источником заражения являются больные с активной формой туберкулеза. Легкой добычей для микобактерии, вызывающей заболевание, становятся в первую очередь люди с ослабленным иммунитетом. Очень интересно, очень хорошо послушать, и нужно всегда обороняться от этого заболевания и беречь себя. Просветительской работе фтизиатры уделяют внимание не только в период месячника. Планомерный охват всех категорий населения ведется в течение года. Благодаря профилактике эпидситуация в Алданском районе характеризуется положительными тенденциями. Тем не менее, инфекция не искоренена, и от нее не застрахован никто. Флюорография нужна для того, чтобы выявить всякие болезни, так же как рак легких, также туберкулез, всякие разные различные заболевания. Главной задачей фтизиатры ставят повышение грамотности населения и формирование ответственного отношения к своему здоровью. С другой стороны, просветительская работа нацелена на укрепление культуры и гуманности по отношению к больным. Мы уже провели, получается, акцию «Белая ромашка» в школе.
Провели также анкетирование в бассейне с работниками. В числе главных мер профилактики фтизиатры называют здоровый образ жизни и укрепление иммунитета. Врачи подчеркивают необходимость ежегодного флюорографического обследования. На ранних стадиях туберкулез полностью излечим, но его можно выявить только посредством диагностики. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Долгожданная якутянами премьера оперы «Кармен» состоится завтра в Международный день театра. А сегодня в Театре оперы и балета прошел генеральный прогон знаменитой оперы. Напомним, руководство творческого коллектива пригласило для постановки ведущих специалистов музыкального театра из Москвы, Санкт-Петербурга и Ижевска. Спектакль задуман как постановка в неклассическом прочтении и обещает быть зрелищным. Директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс на вопрос, почему было принято решение поставить именно это произведение, отвечает так: «Кармен» является одной из самых ярких опер мирового музыкального театра. Это такая команда с разных регионов России. Здесь мы живем в Якутии. Якутия сама как целая Европа. И вот так у нас целая огромная страна сегодня, вот в преддверии Дня театра, собралась в Якутске для того, чтобы выпустить этот спектакль. Мы готовились очень давно, мы готовились очень долго. Еще перед пандемией мы начали приготовление. Это очень сложный по декорациям, очень сложный по костюмам спектакль. И я думаю, что зрители, которые придут на этот спектакль в День театра, получат неописуемое впечатление от этой оперы Жоржа Bizet. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.